В 2024 году в мемориальном комплексе Атабиит планируется строительство трехэтажного исторического музея. Эта инициатива приурочена к столетию образования Кара-Кыргызской автономной области. В следующем году наша страна отмечает очень важное событие – столетие образования Кара-Кыргызской автономной области. Эта дата будет отмечаться на государственном уровне. У нас в планах проект трехэтажного здания музея. Мы приложим все усилия для того, чтобы завершить строительство к 14 октября следующего года. Указ о праздновании юбилея подписал президент Садыр Джапаров. Как отметил глава государства, образование Кара-Кыргызской автономной области ускорило объединение нашего народа в единую нацию. Она была образована в 1924 году в составе РСФСР. Это событие представляло собой шаг в направлении признания национальной идентичности нашего народа, получения автономии, а также возможности развивать свою культуру в рамках области. Этот этап в истории Кыргызстана подготовил почву для дальнейшего развития ее как современного независимого государства. Мы подчеркиваем важность столетнего юбилея образования Кара-Кыргызской автономной области, который отмечается в следующем году. Этот момент истории, во время которого началось быстрое развитие нашего региона в различных аспектах – политическом, экономическом и социально-экономическом. В этой связи я подписал указ о праздновании столетия образования Кара-Кыргызской автономной области. Наш путь, через который прошел кыргызский народ на пути к государственности, должны знать следующие поколения. Для любого народа обрести свою государственность – большое счастье, считает историк Слойман Гаипов. По его словам, каждый кыргызстанец должен знать и помнить, с каким трудом и благодаря кому флаг независимого Кыргызстана развивается среди других флагов стран мира. После Октябрьской революции, особенно в начале 20-х годов, появилась необходимость образования автономных округов. Тогда представители кыргызской интеллигенции, такие как Джусуп Абдрахманов, Ишенел Арабаев и Айдар Холов, внесли вклад в получение автономии. В мире много народов, у которых нет своего государства. Поэтому мы должны помнить, каким трудом нам это досталось и как наш народ пришел к независимости. Благодаря лучшим представителям кыргызской интеллигенции мы смогли получить автономную область. Если бы не их старания, то север нашей страны присоединился бы к области Жетысу, а юг – Ферганской области. Мы были бы народ без своего независимого государства. Образование Кара-Кыргызской автономной области – это первый шаг пути, по которому сейчас мы идем как независимое государство. Поэтому мы должны ценить это. А для этого нужно знать свою историю. Такое важное событие нужно отмечать на самом высоком уровне, говорит историк Кыяс Молдокасымов. Он рассказал, что об этом важном историческом событии нужно печатать книги, снимать документальные фильмы и через СМИ рассказывать о пути нашего народа к суверенитету. Сыймых Мусаев, Мейримбек Джусупекулу, ЛТР, Бишкек.